Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Этот выпуск мы снимаем в поселке Чокурдах. И сегодняшний выпуск «Испытано на себе» будет, наверное, больше похож на один из наших проектов, который называется «Просто вкусно». Но, тем не менее, сегодня я испытаю на себе приготовление одного очень интересного блюда. И поможет нам в этом Тамара Куприяновна. Здравствуйте. Здравствуйте. Тамара Куприяновна, расскажите, какое блюдо мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем делать старорусское блюдо, называется тельно. У нас говорят тельно, а вообще это сейчас говорят, что это тельное, потому что оно делается из тела рыбы. Из какой рыбы обычно делается это блюдо? Обычно делают из муксуна. Муксуна. У нас? Да, более такая сухая рыба, так скажем, не жирная. Угу. То есть это какой-то нюанс, то есть не должно быть особо жирным. Да. Потому что потом в процессе, когда начинаешь тело взбивать рыбе, жирная рыба, она не взобьется. Так, да. Интересно. Это будет потом что-то необычное, действительно. Да, давайте начнем. Вы, главное, мне подсказываете, что нужно делать. Но рыбу мы заранее почистили. Все. Чешуи здесь уже нет, она уже готова к использованию. Сейчас мы возьмем нож. Да, любой? Любой. И начнем так. Перышко поднимаем. Сюда. Прям под жабру. Прям под жабру. Да. И делаем надрез до кости. Прям вы почувствуете туда до... До какой кости? До вот этой? Да, вы ее почувствуете. Вот уже есть. Все. И сюда чуть-чуть на брюшко. Все, остановились. Теперь нож перевернули. Вы ее немножко разверните. Вот так. Так? Нет. Вот так. Чтобы вам было удобно. Нож, лезвие. И посерединке. Мы не удалили, кстати, вот это вот перышко. Плавники удаляем, да? Плавничок, вот этот серединку. Вот так. Оба вот так сразу? Зайдите, так, да, сейчас, сразу. Сейчас. А вы ее вот здесь возьмите. Вот так? Да. Все, и пошли. Так, у вас так все быстро получается. Нож, кажется, вот острый. Чуть-чуть. Подрезаете и пошевеливаете. Все, теперь можно ее подергать. Вот так. Вот так все идет. Вот это у нас для отходов. Для собачек. Да. Теперь вот это продолжаем серединку. Ах, я неправильно сказала. Правильно? Давайте вот так. Вот это вот как будто бы брюшко у нас должно остаться. Там, потому что жир, да? Да, вот эта жирная часть. Брюшко, оно же пожирнее. Получается, самое вкусное в рыбе, в том числе, да, это вот эта жирная часть, но она нам не нам понадобится. Обязательно. Мы используем здесь все, кроме костей. Ножичок можно так чуть-чуть, чтобы он лежал. Тогда он пойдет. Молодец, хороший ученик. Теперь также вот сюда. Здесь же ребрышки. Между ребрышками и телом нам надо зайти. Это посложнее. Да, это будет посложнее. А в целом, где распространено это блюдо? Вообще в Русском Устье его делают. Оно идет вот как бы от нас, от Русского Устья. Вы с Русского Устья? Да, я с Русского Устья. Я житель. Вообще сейчас я живу в Чокурдахе, но уроженка Русского Устья, села Русское Устье. Так, и идем до конца. Все насквозь. Вот тут можно проколоть уже. Это? И все туда до хвостика. Да? Выше плавника? Все, да. И до хвостика не отрезаем, оставляем. Оставляем? Все. Оставили, повернули. Тут до кости, да? Тут до кости. И теперь мы пойдем по спинке. Это тоже подрезаешь сюда, да? Да. Вот часть. Все мы отделили. Полностью голову отделяем. Все, и пошли. Теперь вот так. Здесь по-другому, да? Уже по спинке пойдем. Так, сейчас. Тоже кончиком и тоже по костям. Туда. И тоже так же по костям. По хребту, короче. Да. Теперь у нас уже другая сторона пойдет. Его тоже можно срезать. Тут рядом положите, а я сейчас эту косточку рубану. Все, повернули. И теперь ножом вот это снимаем. Так, вот эта часть теперь идет. Все, положил нож прямо сюда. Вот так. И пошел. Прижал к кости. Вы даже там не смотрите, да? То есть
прям по кости Да, идем. прям позвоночник. Ой. Так, у меня тут что-то вообще много осталось филе. Да, жалко. Но я вот Ну, так вот собираю тоже. Ага. Друзья, ну что, сейчас отделили филе, но вот обратите внимание, вот как делает это, сделала Тамара Куприяновна. Вот. И я тут старался еще, мы на паузу останавливали, но здесь еще вот таким образом еще, в принципе, можно было еще снять. Слушайте, отсюда точно можно снять. Вижу. А как часто вы готовите вот это блюдо? Ну, так, в повседневной Ну, в жизни. основном так, к праздникам. По праздникам. Да. Ну, такое праздничное блюдо Да. получается. Потому что много работы Угу. на всех, чтобы это не надо, не две только, и нету помощника вот такого. Вот. Теперь вот это уже можно вот сюда сложить. То, что мякоть Да, снята, то, что мякоть сняли. И все. Теперь нам надо отделить кожу от тела. Так, Да. тоже. Ага. Вот я делаю это так. Серединки. Угу. Опа. Угу. Кожа осталась. Да. Осталось. Кожу нам не надо. Так, я тоже. Теперь надо вот это вот перевернуть. Нет, Следующий- кусочки вот это наши. Кусочки. Ага. Сейчас мы будем их зачищать. Почему говорила слишком не прижимай? Еще зачищать? Чтобы жиры вот эти все ушли на сковородку. Теперь Получается, что я слишком сильно слишком снял. много снял. И жир, который под кожей, он остался на Да. мясе. Тогда теперь что делаем? Теперь надо зачистить. Так. Вот так, да? Ну, как-то тонким таким этим снять, наверное. Так, да? Ну, потому что здесь, смотри, Правильно? вот так. Вообще всю. Вот это все жир. Мгм. Действительно, очень такая кропотливая работа, И да? вот это. Да, если бы оно осталось на коже, было бы меньше работы. Так Сам? что есть вторая половинка. Да, там уже порепетирую. Сам по себе жир, почему Ну, потому что вот он потом сделает структуру нам, которая нам нужна. Которая нужна, да? Да. Вот это вот тело мы потом будем взбивать, и оно не сделается таким. Не застынет так, как надо. Все, нормально. Нормально. Так, это уже филе сюда, да? Ага. Тамара Куприяновна, можете рассказать про ваше детство, как прошло? Вот вы родились в Русском Устье, да? Ну да, я родилась в Русском Устье. Родители мои, папа мой охотник, Угу. Песцелов. Да, он Это кадровый охотник? Он кадровый получается? охотник, да. Всю жизнь он охотился, ставил ловушки на песцов, ремонтировал их. Мы его почти не видели дома. Тоже Всегда был постоянно. в работе. Да. И летом уходил, чтобы ловушки отремонтировать. И зимой, чтобы их поймать, этих песцов. Сейчас, наверное, для многих звучит это как работа мечты. Ну, Да, наверное. всегда на свежем воздухе, на охоте. А мы, ну как, мы с мамой всегда и везде тоже помогали ей, оттуда и вот с рыбой умеем. Мама учила, мама научила, тельно от мамы. То Это все от мамы. есть вы с рыбой с детства. Ну да. Юкола, тельно. Это обязательно должно быть. А так, детство что? В школе учились, в садик ходили, у нас было все. У нас в семье было 9 детей. О, Да. 4 девчонки и 5 парней. угу. Вот сейчас уже все взрослые, сейчас у нас уже у всех внуки Угу. есть. Маме моей 91 год. Она до сих пор очень любит заниматься с рыбой. А вообще вот тельно, оно, вот если сделать такой хит-парад, да, из блюд, которые, вот, допустим, ваши любимые, то тельно на каком месте будет?
Ну, вообще, по отзывам, наверное, тельно будет на первом месте. Да. Да, А, наверное. Потом, наверное, пойдет юкола. мгм. Ничего себе. Да. Ну, потом рыбный пирог. Без него никак. Ни одно застолье до сих пор. Так. Обязательно это все. Уже не терпится попробовать готовое блюдо, поэтому ускоримся, да? Ну, теперь Так, давайте. с этой части у нас Теперь мы переворачиваем вот так. ага, к себе, Мгм. чтобы нам было удобно. Вот эту вот часть мы снимаем жирненькую опять. Вообще ее отделяем. брюшко. Брюшко. Сейчас мы разделили нашу рыбу. Я так правильно понимаю, здесь жир, да? Здесь у нас филе и остатки Вот жир у нас пойдет на начинку. на начинку. Да. Мгм. Мы его сейчас будем жарить. О, Да. Ну, даже не жарить, а тушить. Немного растительного масла добавим, мгм. чтобы чуть-чуть совсем. И все, на сковородочку. Жарить мы его не будем, мы не дадим ему прям жариться. Ага. Всякие корочки, там как бы чуть-чуть Он подтушим. подрастопить? Да. А, Подтушим немножко, мгм. чтобы он был готовый, Хорошо. потому что там время жарки. И это пойдет у нас в начинку, да? Это будет Мгм. начинка. Доски нам уже не нужны? Доски нам уже не нужны. Да, вот в процессе вот этого тушения Мгм. вот так надо будет перемешивать, чтобы оно не пригорело, не приклеилось, не прилипло к Получается, сковородке. жир растапливается, и она становится волокнистой, да? Такой? Да, оно разойдется на волокна. А так, в целом, вот мы сейчас пользуемся электрической мясорубкой, а в старину чем делали? Была ступа, Ступа? да, Прям... пестом. Вот так вот били, колотили. И потом превращалось это все. Мгм. То есть Ну, филе превращали Да. в А сейчас я вот фарш. на мясорубке проще, быстрее. И стараюсь вот такую маленькую сеточку, которая самая маленькая в наборе мясорубки бывает, Через нее, да? да, чтобы вот эти косточки, То есть- которые там остались, они остались в мясорубке. Понятно. Да. То есть это не, как бы под мясо, под мясной фарш она более толстая, да? Да, Широкая, да, а это да. мелкая сетка. Чтобы ни одна косточка туда не проникла. Но это уже проверено, Испытано. да, испытано. Друзья, обратите внимание, сейчас где-то около 5 минут, ну, меньше 10. И вот консистенция уже совсем другая. Жир растопился, волокна у нас... Сок выходит. Да, вот он прямо здесь Ну, сейчас еще немножко, и будет готово, да? и будет готово. Потом мы его чуть-чуть посолим. И... Само по себе, наверное, это уже очень вкусное блюдо. Да, у меня дети очень любят. Ну, Мама, опять ты мне ничего не оставила. Вот так. Хоть ложечку, но надо им оставить. начинку, да? Да. Ага, вот это вот надо будет на бочок вот так согнать. Угу. Сейчас мы уже плитку выключили Да, плитку выключили, все, она у нас уже. и собираем в одной Вот, части вот да, сковородку. нам не нужен вот этот сок. Даже так, да? Да, и нам надо будет ее чуть-чуть наклонить, Мгм. чтобы сок стек. Можно с плитки, наверное, его... Да, мы с плитки сейчас снимем. Ну, имеется в виду под наклон как раз. Нет? Вот тут Да. как раз бывает. О, Так, все. тоже интересный способ бывает, когда жирное очень блюдо, ну, Да, нажаришь, да, что так можно да, сделать тоже. можно сделать. Сольется, сейчас мы сок этот снимем, уберем, Мгм. и тут уже останется, потом оно не будет там пропитываться внутри. Мгм. Вот этот сок не будет. Да, он А пока прям видно, как сок стекает, можно заняться фаршем. фаршем. Испытано на себе. Все, теперь нам надо пересыпать фарш в тару побольше. Сразу весь, да? Да, весь. Мгм. Все, взять соль. В тельно не идут никакие специи, кроме соли. Да. Да. Ничего мы больше сюда, ни лук, ни перец, ничего. Оно и так будет вкусненько. Интересно. И посолить его надо будет. Ну, соли, кстати, Обильненько. да, беленькая, да. Да. Даже не щепотки, это Нет. горсти, На тельно не надо жалеть соль. да? И чуть-чуть Ага. водички Туда заливаем. туда.
Так, если вы будете повторять это блюдо, получается у нас 2 муксуна, соли, как сказать, 3 Горсть. маленькие, да, Хорошая горсть. хорошие горсти, чуть-чуть водички, и Да. теперь И все, теперь доверяю прям Прямо сильным рукам. сильным Да, мнем. все, прям мять. Даже можно вот так вот как-то. Чем сильнее, тем лучше, да? Да, его потом даже можно будет поколотить. Консистенция, кстати, фарша меняется, он такой густоватый Да. становится. Он еще гуще будет. А, Он должен склеиться. Хорошая рыба, свежая, она так делает. Рыба будет не свежая, так быстро не забьется. вы имеете в виду вот в такую консистенцию, да? Да. Вот это и называется взбивать. Вот называется На... взбить. Смотрите, друзья, вот оно уже как, Да. Оно как пластилин. должно стать одним прям комком. Да, можно даже чуть-чуть поколотить его, так прям об дно. Вот так? Кусок берешь и вот так. Да? Оно тогда еще лучше будет. Сильно или так? Вот-вот, бить надо. Это что дает? Это дает упругость. На... Вот он потом, сейчас же мы будем формировать пирог сам. Что себе? Очень необычно. Все, можно руки зачистить, все зачистить. Мы начнем формировать сейчас сам, ну так скажем, пирог. Ага. Хороший у нас получился фарш. Все То есть будет. взбить получилось хорошо, да? Да, Отлично. надеюсь, что все получится. Вот теперь Угу. нам нужна чистая, гладкая поверхность. Сейчас смотрю. Помучим вот стол. Это для того, чтобы не прилипало. Сюда выложим. Теперь, как видите, наш фарш, он больше Да. стал похож на тесто. Уже все. Такого упругого еще. И все, и вот так вот мы будем формировать. Так. Лепешку? Во что должно превратиться? Она должна быть такой удлиненной формы, потому что мы потом на одну сторону положим начинку, и второй закроем. стороной накроем. Значит, формируем. Ну, примерно где-то сантиметр, это, наверное. Сантиметр толщиной? Да. О, это еще много надо тогда. Даже? Обратите внимание, да, чтобы сформировать, нужно не так вот делать, да, как бы края подбивать, а желательно так как бы отрезать, да, и положить. Да, вот эти вот. Подрезаем. Это делается для того, чтобы не было Дырочек, воздушных дырочек, да? Потому что потом- Вот это, наверное, настоящий рыбный пирог. Ну, то есть он без муки, без теста. Да. То есть в рыбном пироге же много муки. Ну А да. это пирог, который сделан полностью из рыбы. То есть вот это Ну, настоящий, вообще, конечно, если так говорить, то, конечно, По идее, это да? пирог. Потому теоретически. что Ну, начинка по факту. есть и все, да. Да. Вот теперь можно положить начинку. Сейчас мы поставим Мгм. сковородку нагреваться Мгм. уже. Ну что, на этот момент у нас есть заготовка, сделанная из тельного, да, как из тела рыбы, из тела. филе. Ага. Есть начинка, которая сделана также из, из жира, да, основных жирных участков рыбы. Хоть это и муксун, да, но тем не менее тоже Ну, конечно. сам он по себе такой, И брюшко у него. да, и жирненькое. брюшко, и весь жир мы собрали вот здесь Да. в сковороде. Вот это можно будет распределить Мгм, давайте. на эту часть. Ой, как вкусно уже пахнет. Надо было попробовать, пока горячий. Сейчас мы для себя ложечку оставим, Да, как для ребятишек. оставляйте. Мне кажется, я знаю, в ближайшее время попробую. Ну, если найду муксун в Якутске, то, наверное, Мгм. найду. Попробую приготовить. Ну, вот пытаются сейчас, делают, пробуют Мгм, из разных видов. мгм. Вот получается, если был, например, чир жирноватый, жирнее, да, он у нас бы вряд ли бы вышел вот такой Да, да, упругая как да. бы основа, да, Он для пирога. жирный, поэтому
В общем, нужно муксун. Мы вот разровняли нашу начинку. Мгм. Все, чуть-чуть на края оставили, по краям, чтобы нам склеить. Мгм. Даже Сложить. все. Ложечку Так, убираем. а теперь сейчас, ну-ка. М, Вы забыли посолить? Соли не хватает, но Конечно. вкусно. Не забудьте, да, когда, друзья, будете повторять этот рецепт. Видите, у нас тут Когда сок убрали, надо вот было тогда надо посолить. посолить. Можете меня Сюда тоже посолить? Да, Давай. теперь я попробую с солью. Не, ну даже без соли очень... Так, это я... Диетическое. Да, диетическое. Петру оставлю. Это уже посоленное. Ну, соль еще не растворилась до конца. Мгм. Вот теперь растворилась. Мгм. Супер. Попробуешь? Ну и теперь будем склеивать, Мгм. потому что у нас уже сковородка практически Так, наготове. уже готово. Да, может, сейчас надо помочить руки, Мгм. чтобы у нас... И вот эту часть мокрыми руками не надо трогать. А. Надо прям туда, Под нее. да. Ага, чтобы не прилипло. Аккуратно обеими руками поднять И закрываем. и накрыть. О, так, это ответственный Так. момент. Ну, прям туда, ага. Да. Обе руки зайдут, да? Да, зайдут, конечно. Оно же не приклеенное. Зайдут, все, резче. Вот. Вот так. Ой. Теперь можно чуть-чуть Так, подвинуть. еще подвинь. Я помочу тоже. Мгм, давайте. Тут помощь Чтобы немножко- профессионала нужна. Да, чтобы немножко подмогнуть. Все. О, так вот. Так. Все, теперь мы будем склеивать. Края склеиваются, да? Они будут склеиваться вот так. А, ну, Никаких дырочек. мгм. То есть должно быть герметично. Теперь это похоже на чем-то на чебурек, да? То есть очень интересно такой этот, ну, ассоциация у меня возникает. Может быть, я просто голодный, поэтому то рыбный пирог, да? То чебурек. Что же, в конце концов, Да, в конце очень уже интрига. уже интрига, уже интересно. Надо Представляете, друзья, вот сейчас мы, это вот по виду, ну, как я сказал, чебурек, пирог, да, вот перед нами такой сформированный, да, то есть консистенция, она очень упругая, и там только муксун и соль, и все. соль. Все, больше ничего. Вот. Муксун сейчас распространенная рыбка. Ее везде, по-моему, доехала уже. Я ее и тут вижу, и там вижу. И в Москве, и везде. А муксун, так, если, допустим, в городе Якутске я буду искать муксун, то надо говорить, какой с индигирки. Ну, да, желательно. Желательно. Русско-устинский надо искать. Русско-устинский еще, да? Даже есть. А, Даже прям на рынках написано. так, надо. Но бывает такое, что все караси у нас кобяйские в городе. А караси-то? Скоро муксун весь будет русско-устинский. Ну, желательно. Нет, да, к тому, что караси говорят кобяйские, но по факту может быть Ага, из везде, других да. мест, да. Может быть. Так что Такое уже тоже такой может бренд быть. становится. Вот, Вот. все, лепешечку С мы разговорами у нас сформировали. уже лепешечка Да. получилась. Все, теперь нам надо будет ее поднять и на сковородочку забросить. Так, это лучше. Да. Это лучше сделаю. Ну, профессиональными руками. Подняли. Мгм. Вау! Ого! Супер. Все. Сколько времени жарится? Ну, А там переворачивать надо? Как Конечно. вообще? Ага, сейчас она будет жариться примерно минут 20. с одной чтобы стороны. пропеклось. Нет, В целом. полностью. То есть 10 минут нижняя часть, потом переворачиваем, Да, да? ну, я делаю так. Поджарила, повернула, поджарила, повернула. несколько То есть раз. Смотрю до готовности. То есть нельзя так делить, что 10 минут жарится одна Да, сторона, да. 10 минут другая. То есть нужно следить Надо, постоянно. чтобы равномерненько все доходило Мгм, тепло, мгм, до начинки дойдет и нормально будет. мгм. Так, ну это уже финишная прямая практически. Да. Сейчас Вон уже... она уже затянулась нижняя часть. Мгм. Так, подошло время у нас... Вот первый раз, чтобы перевернуть, здесь же у нас сырое еще. Я Мгм. опять помочила.
Все, оно уже начало затягиваться. Так, у меня бы точно не получилось бы. Очень профессионально. А дальше он уже будет как цельный, как пирог, да? Да. Переворачиваем. Все, он теперь вот будет так запекаться потихонечку. И сколько раз еще переворачивать надо? Ну, еще 2 раза перевернем. Сейчас Это еще раз. перевернем, потом еще раз перевернем. А, то есть в целом 4 раза Да. переворачивать. Мгм. Так, сейчас. Положили, Положили. перевернули, перевернули, перевернули. 3 раза. 3 раза. Повернули. 3 переворота. Сейчас подошло время уже снова перевернуть наше блюдо, и это уже доверили мне. Так, ну я Ладошку сверху. сверху, да? Да, не бойтесь. Ага, не такая горячая. Нет, не оно не Так, будет. и главное... Целиком, ага, прям поддеть и не плюхнуть. Вот так. Всё. Молодец. Вообще очень близко, когда масло горячее, это уже как-то определенный риск. Отлично. Все, ну вот сейчас. Ну вот оно я сейчас, да, оно по консистенции как уже как пирог. Как Да. пирог. Уже такое плотненькое. Мгм, мгм. И главное вес у нее такой хороший. Хороший, конечно. Ну, целых 2 рыбины. Да. Еще такое уплотненное получается. Ну, должно получиться нормально. Мгм. Ждем. Ждем. Можно уже перевернуть. Да? Да. Ага. Так. Это мы уже сейчас Сам, да? третий раз. Давайте Да, попробуем. это уже последний будет. Последний. Ай-яй-яй-яй. Вот. Красота. Не, больше испугался. Увидел, как масло брызгается. Так, ну теперь у нас... Вот красивая румяная. Да, уже булочка. с этой стороны. Сейчас Красота. будет с той стороны такая же. Но в целом, я так понимаю, что такое блюдо, которое, наверное, сложно отойти от плиты на долгое время. Ну да. вообще, Не даже бросишь, начинку практически Да. постоянно надо мешать. Фарш, само собой. И все друг за другом так идет. Вот поэтому и заранее все это и делается. Мгм. Да, надо отметить, что далее у нас это блюдо должно охладиться. И обычно это делается поэтому по праздникам на следующий день, как бы, да. Потом ставится вообще в холодильник. В холодильник В холодильнике уже доходит. хорошо остудить. Ну, а мы, конечно, об этом знали, поэтому Тамара Куприяновна приготовила уже готовое блюдо, оно находится в холодильнике. И как только мы сейчас снимем с плиты наше блюдо, которое мы сейчас готовили, мы также сделаем такое сравнение, потому что есть еще тоже нюанс, да? Да, потому что когда оно горячее, Мгм. оно рыхлое. Мгм. Оно не такое, как остуженное. То есть можно сказать, что процесс остужания, правильно сказал, остужания, остывания, он тоже входит как бы в Ну рецепт. да. В рецепт. В да. рецепт. Желательно. Мгм. И морозить его нельзя. Так, нельзя морозить. В общем, в холодильную камеру, не в морозилку, а где-то Да. плюс 0, плюс 5. Ну, в холодильник поставите на ночь Всё, что надо. нормально. Утром Отлично. можно будет есть. Режется оно мелкими кусочками, небольшими, чтобы сразу в рот. Да, сейчас консистенцию посмотрим, потому что даже не знаю, ну говорят, что как близко к сыру, да, что-то такое Ну да, есть немного, да, ну, такое? такому к мягковатому. Мягковатый сыр. Ага. Вот так. Шкварчит. Да, Хорошо, скажите, запахи уже какие-то. да, уже все. Камера не передает. Но действительно сейчас понятно, почему муксун используется, да. Если бы чир, то такой бы консистенции не Ну получилось. да. А если, например, в чир добавить муку, можно? Как Вот, бы- кстати, про муку. Мгм. Когда рыба, например, полежит, не свежая. Вот мы сегодня делали из свежей рыбы. Мгм. А когда она полежит там несколько дней, например, ну, или там поймали ее раньше, Или я купил в городе, например, да, уже. или купил в городе, видишь, что вот не такая, как сегодня была крепкая, тогда в тело, вот в фарш, можно добавить горсточку муки. И Немного она там. склеит. А, Уже будет лучше. то есть это уже такой Да. как бы, в принципе, для начинающих это такой вариант, чтобы Да, можно добавить. Была хорошая консистенция. Мгм. Мы добавляем. Иногда бывает такое. Ну вот у нас сегодня досталась нам хорошая рыба, свеженькая.
Рыбу поймали, кстати, мои братья. Да, Да. здорово. Недавно. Вчера отправили. Вчера? Супер. Да. Вчера вечером еще звонили, говорит, сетки проверяем. Вот еще есть. Так что, Представляете, да? да, Вчера до сих пор рыба. помаленьку они еще. Ну, для Здорово. себя так, для рыбы. Здорово. Практически готово, наверное, уже, да? Да, можно, наверное, уже Так. выключить. Ну что, я выключу плиту. Все, готово? А я, да? Да, вам представляется. Это несложно. Опа! Все. О, шикарно. Ну, друзья, еще раз напомню, что данное блюдо по рецептуре должно дойти, то есть охладиться в холодильнике. Ну, вот, желательно, если вы сделали вечером, то до следующего утра. Вот, но Тамара Куприяновна у нас заблаговременно уже принесла готовое блюдо, которое у нас уже находится здесь в холодильнике. У нас есть возможность посмотреть его в том виде, в готовом. И не только, но еще и попробовать. Так, вот оно. Он еще немножко темнее становится, да? Ну, может быть, я поджарила побольше. А, то есть тоже. Да, может быть, у меня огонь побольше был. Плитки разные. Я не знаю же, какая тут была. Ну и Режем, да? Попробуем. Давайте попробуем. Так, с любой, как он вообще режется? Пополам? Или? да, можно пополам, Мгм. и на маленькие кусочки. Давай. Ого! Вот эта консистенция точно как мягкий сыр. Так, смотрите, наша начинка. Но это тот случай, когда это начинка, а вот это не тесто, а тоже рыба. Да, тоже рыба. Так, давайте вот маленький кусочек или вот так отрежем. Но вообще еще я слышал такую теорию, да, что мы выяснили, что это старорусское блюдо, которое сюда привезли, да, в далеком прошлом. Но в целом еще, я думаю, так как здесь в этих местах нет муки, да, практически, но вот это очень близко, ну, по крайней мере, пока я смотрю, что по виду, да, близко к хлебу. Хлебу, ну Вот, да. обратите внимание, друзья, смотрите, вот так вот. Очень крепкая консистенция. Так, и пробуем. Не было такого. Нет, никогда не пробовал. Супер. А сейчас я предлагаю вам попробовать вот с таким вот соусом. Соус? Это Соус. что за соус? Это рыбий жир. Да? Да. Чистый рыбий жир. Чистый рыбий жир можно макнуть. Так, подождите, у меня ассоциации с рыбьим жиром еще с детского сада. Да? В советское время У нас детям тоже давали. было. Да, прямо. Ну, были такие не очень приятные ассоциации. Вы предлагаете Давайте сейчас попробовать блюдо с рыбьим попробовать. жиром. Так, ну-ка. Может, я по-другому теперь взгляну на рыбий жир. Это точно рыбий жир? Да. Совершенно другие эмоции. Да. Это не растительное масло. Получается, муксун, он сам по себе, как вы сказали, суховатый, но это рыбий жир здорово. дает прямо Да. ему, раскрывает его с другой стороны всем. И уже не так сухо. Вот мы так резали, на тарелочку нарезали и сверху поливали. Потихонечку блюдо среди рыбных блюд у меня на первое место переносится тоже. Вот так. Все-таки оно выходит на первое место. Да. Ну, можно еще горячее попробовать. Так, сейчас мы переложим его на косточку. Вот оно Так. уже и мягче. Да, помягче. Давайте, наверное, с краешку, да, его попробуем. Давайте. Или как? Или тоже покажем Да, разрез. разрез, чтобы все было поровну. Вот еще сок вытекает. Опа, он чуть не дорезал. Да, совсем другая консистенция. Но он еще, скорее всего, должна еще, вот мы видим, что он парит, выходит, Да, наверное, влага, да. и он уплотняется, да? Так. И такое ощущение, что сюда, наверное, рыбий жир
Можно и не добавлять. Пока не добавлять. Потому что он Вот, такой, видите, он вот, как будто бы рассыпается. Да? Мгм. Потому что не остыл. Мгм. Потому что он горячий. Так, давайте сейчас я... Ну, по виду, кажется, тоже очень вкусно. Так, Очень горячий. очень горяченько. О. М. М. Бедный оператор. Друзья, рекомендую. Мне кажется, и в горячем, и в холодном виде очень шикарное блюдо. Поэтому запишите рецепт. Муксун Муксон и соль. Все. дешево и сердито. Так, ножа. Надо завершать передачу. Сейчас. Хотелось бы поблагодарить Тамару Куприяновну за шикарный рецепт, который я обязательно, приехав домой, попробую. Самое главное, получается, это у нас очень свежая рыба была. Вчерашняя буквально, да, вчера выловили. И, ну, можно добавить немножко муки. Да? Можно. Если она чуть-чуть рыбка уже такая... видно, что да, она долго везли. поддрябла. Угу. Поэтому большое вам спасибо. Очень интересно. На самом деле, когда я ехал сюда в Чукурдах, я прочитал название «Тельное». Я думаю, такое странное название. Думаю, что это такое? В поисковике посмотрел. Но там в поисковике просто написано, что это блюдо из фарша рыбы. Мгм. Ну что, ну, всех нюансов, конечно, там не указано. Даже, Поэтому очень вкусно и в горячем виде, и в холодном. Но по-классически должно быть в холодном. Поэтому, друзья, попробуйте тоже этот рецепт. Я думаю, у вас обязательно получится. И желаем вам приятного аппетита. Еще раз вам огромная благодарность за то, что вы уделили нам время. Но это был такой один из самых вкусных проектов, испытанных на себе, да. Спасибо. Вот, который я проводил. Поэтому оставайтесь с нами на канале Якутия 24 и до новых встреч. Приятного Пока. аппетита. Да.